обыденность сегодня на вес золота. Как в жизни, так и в театре, в творчестве, музыке. Актрис много, а Остинский театр всего лишь один. И когда распределяются роли, то в каждой пьесе всегда бывает больше мужских ролей, чем женских. И многие актрисы остаются без работы. Порой жизнь актера зависит от его везения, от режиссера. Если режиссер тебя не видит, то ты с этим ничего не можешь сделать. И из мало талантливого актера можно сделать звезду, а талантливого актера можно и не заметить. Часто бывает так, что в жизни актера наступает какая-то творческая пауза. И такая пауза у меня была тоже. Я думала, чем же мне заняться. И я хотела себя попробовать в режиссуре. И как раз в тот период меня пригласили в Дом культуры селения Тарское, чтобы я там поставила спектакль. Мы поставили там «Шофе Айжарок». Репетиции проходили очень весело, задорно. У нас была очень хорошая команда. С этим спектаклем мы поехали на международный фестиваль в город Анапа и завоевали гран-при. Был такой эпизод в моей жизни. Ирма Кумаритова привела ко мне одну маленькую девочку, ее звали Аида Аджабян, и говорит мне, вот она очень талантливая, послушай ее и научи ее петь. Я ей говорю, ну я никогда не учила, я этим не занималась, тем более вокалом. Ну долго она меня уговаривала и говорит, ну вот научи ее тому, что ты сама умеешь. И я так стала заниматься с детьми. Она была моей первой ученицей. Арнеллу Дзебисову, наверное, знают очень многие, потому что она очень красиво разговаривает на остинском языке. И когда она была совсем маленькая, она читала молитву на остинском языке. И как-то мама мне ее говорит, ты можешь посмотреть мою девочку? Может, ты с ней позанимаешься вокалом, научишь ее петь? Ну, я подумала и пришла к ней в гости. И я, когда увидела эту девочку, пообщалась с ней, это такой маленький, удивительный, талантливый человек, я была в нее влюблена. Жарим хурданом, умамаданом даван. Жарим хурданом, хурулку барыны ждал. Жарим хурданом, хурулушку даманан. Жарим хурданом, жарынма жарых даван. Все встречи в нашей жизни, они не случайны. И я очень сильно любила музыку. Однажды к нам пришла в гости Тамара, и мама рассказала о моей такой наклонности. Тогда она, немного подумав, предложила написать первую песню. Так родилась прекрасная песня о моей маме на осетинском языке. И именно с этого момента начался мой творческий путь. Благодаря Тамаре я смогла сделать свои первые шаги на сцену. Она научила меня общаться со зрителем, научила объяснять ему, что я чувствую, научила делиться эмоциями. Тамара для меня действительно очень важный и ценный человек. Она стала на этом пути наставником, педагогом, другом, человеком, который меня поддерживает, человеком, который вдохновляет. Тамара раскрыла мне секрет, что за всем, что ты делаешь на сцене, должна скрываться маленькая история. И именно благодаря этому сегодня я продолжаю свой творческий путь. Я когда вообще раньше проходила мимо театра, когда еще не работала в театре, то издалека смотрела на них как на богов и восхищалась. И когда я пришла в театр и стала с ними играть на одной сцене, конечно, это для меня было большой честью. Тогда в театре 6 дней, каждый день на стационаре был спектакль. И параллельно у нас шли выездные спектакли по селам. И тогда мы, молодые актеры, настолько были влюблены в свою работу, в свой театр, что я лично всегда мечтала, когда же наступит вторник. Понедельник у нас был выходной, я говорю, скорее бы этот понедельник прошел, наступил вторник, чтобы я пришла опять на работу и занималась своей любимой работой.
Мне очень нравился этикет, который был в Остинском театре. Было различие между старшими и младшими. Мы, младшие, очень уважали старших, мы даже глазами не могли смотреть. Это не только в театре, это вообще в обществе это все стерлось. Сегодня вот эти ценности, конечно, уже куда-то ушли. Даже любви сегодня нету. Вот не хватает любви. Вот почему сегодня так тяжело приходится жить? Да? Потому что люди потеряли вот это качество, любовь. Я лично на себе это очень сильно испытываю. И мне не хватает этой любви, хотя я сама по своей натуре добрый человек, и я всегда с распростертыми объятиями, мне только скажи одно теплое слово, ласковое слово, и все, моя душа для тебя открыта, и я тебе отдам все, что могу отдать. Были очень хорошие традиции между Осетинским театром и Южно-Осетинским театром. У нас были обменные гастроли. Они приезжали сюда, мы уезжали в Южную Осетию. Гастроли длились месяцами. Помню, еще у нас были гастроли в Абхазию. Конечно, и с отдыхом. Актерам нужны гастроли, потому что коллектив объединяется, сплачивается. Быть актером Осетинского театра звучало гордо. Это считалось честью. Помню, у нас был спектакль «Цула». Ходили на актеров. Это Царгасов тогда гремел, это была его звездная роль. До сих пор его узнают по этой роли. И я помню, как народ рвался на этот спектакль. Уже не было билетов, и я помню, один день даже разбили стекла у входа Осетинского театра, потому что не могли попасть на спектакль. Мой творческий путь в театре начался со спектакля «За рекой моя деревня». Это был режиссер Майрбек Цехиев. Я работала с такими маститыми актерами, как народный артист СССР Николай Саламов, заслуженный артист России Юрий Мирденов, народная артистка нашей республики Вера Кулова, Инал Иналдиев. Тогда я делала свои первые шаги в Осетинском театре и даже не понимала, с какими актерами я работаю на одной сцене. Майрбек Цехиев был уникальным человеком и актером. Он всегда сидел в зале и наблюдал так серьезно. Вообще у него тонкий юмор был всегда. Многие режиссеры поднимаются на сцену, что-то объясняют актерам. Нет, он же сидел всегда в зале так, строго наблюдал, и мы все ждали, что же он в конце скажет. Как же он нас опять рассмешит. И как-то на репетиции я что-то там на сцене играла, и потом он останавливает и мне говорит: что ты мне тут нагирскую интеллигентку разыгрываешь? Актриса – это особенная судьба, потому что то, что для обычной женщины кажется стрессом, для нее это нормальное абсолютно состояние.
Я не буду говорить о том, сколько она теряет в общении с любимыми, близкими людьми, как, допустим, все нормальные люди, они пытаются стресса избежать. В нашей профессии человек к этому стрессу стремится, для него это естественное состояние, вот эти повышенные эмоции. Вот именно слово «служит» Тамаре подходит, наверное, как никому. Почему? Потому что у нее есть такое счастливое обстоятельство находиться в состоянии удивительного комфорта, когда вот эти театральные перипетии, театральные повышенные эмоции, в общем, театральные стрессы наступают. Будь это веселая, добрая репетиция, которая прошла на ура, или репетиция, которая проходила с каким-то трудом, может быть, даже конфликтная. Это то, что наблюдал я. Я не говорю о том, какой она приятный человек в быту, и она надежный товарищ. Не могу не упомянуть, что для нее вот очень важно, если, допустим, ты Томе сообщаешь, вот, ты мне нужна, мне понадобится твоя помощь. После этих произнесенных слов для нее ничего больше не существует. Она точно знает, что все, вот после сказанного мир изменился, и мои приоритеты рядом с этим человеком. Делает это абсолютно искренне. С Майырбеком Икаевым мы играли «Любовь под вязями». Конечно, это была очень серьезная работа. Правда, мы его играли очень мало. Я помню, уже Майырбек болел, и, приходя в театр, он любил сидеть на лавочке, которая около театра. И я, когда видела его, я подсиживалась к нему. И он мне каждый раз говорил: «Тома, мы с тобой еще сыграем». Он хотел, чтобы ему сделали бенефис. Я не знаю, какая была причина тогда, на то время. Порой актерская судьба бывает очень жестокой. Вот сыграть последний спектакль со мной – это была его мечтой. И, к сожалению, эта мечта у него не исполнилась. Я помню день 1982 года, когда она пришла в театр. Молодая, красивая. Она как будто впорхнула в театр с огромными такими расширенными глазами, наивно смотрящими на мир. И вот до сегодняшнего дня она осталась такой же наивной, красивой, доброй, добродушной, хорошим человеком и блестящей актрисой. Я помню, когда она играла в спектакле «Азау и Таймураз», и там в финале, когда убили Таймураза, у нее был крик «Таймураз!». Вот как будто подстрелили лань, вот такой был крик. А Бондарма Макушталуа его Сахар. Она блестящая актриса, очень хорошая. Во многих спектаклях мы вместе играли. Это и «Сомак», это «Власть тьмы», это «Любовь под вязами» и много-много-много спектаклей, в которых она участвовала, в которых мы участвовали вместе. Если свою роль не полюбишь, то успеха не будет никогда. И поэтому у меня есть очень хорошая, можно сказать, привычка, что я всегда влюбляюсь в свои роли. Первая моя самая такая большая роль была в «Азау Таймураз», и я играла вместе с Валерием Царевым. Валера играл Таймураза, а я играла Азала. Это осетинские Ромео и Джульетта. Моя бабушка очень сильно любила Шейх Ага Адиева. И каждый раз, когда она приходила к нам домой, она говорила: «Прочитай мне «Азау Таймураз». Я каждый раз читала. Я сама была влюблена в этот рассказ. Как-то мы ехали, помню, туда, в Грузию, и мы, когда проезжали перевал, мы остановились там, и бабушка мне показала, где они были похоронены, Азау Таймураз. Оказывается, на их могиле выросло 2 дерева, и они сплелись. И она мне показала вот это место. Прошло время, и мне в театре дали вот эту роль в спектакле «Азау Таймураз». И я, конечно же, с ответственностью отнеслась к этой роли, потому что это осетинские Ромео и Джульетта, и для меня было это очень ответственно. Мы с Тамарой работаем давно уже в театре.
И встречались даже в спектакле «Ажау Таймураз», где Тамара играла героиню Азал, я играл героя Таймураза. Ну, говорят так, что спектакль получился, и оценили тогда, и пресса много писала о спектакле. И, конечно, и Тамара там блистала, я бы так сказал. И с тех пор как-то так мы общаемся, видимся, работаем в одном театре. И хочу сказать, что она необычная актриса, разноплановая. В последние годы она и как певица очень известная в нашей республике. Помимо этого, она пишет музыку, она пишет стихи. И я за нее очень рад, потому что творческий человек, наверное, когда много-много заложен на, скажем так, талантов, то самое главное, чтобы у человека нашлись силы, чтобы раскрыть то, что у человека в глубине души. Когда мы сдавали «Азау Таймураз», ну, я, может быть, не такая красивая была, не такая внешность у меня была. Я не знаю, но меня сильно раскритиковали наши актеры. Я очень сильно переживала. Помню, даже Икаев сказал, он меня когда защитил и сказал так: если бы я была на месте этой молодой актрисы, я бы завтра на сцену больше не вышел. Но на второй день у нас, значит, на общественность сдача. Я с этими переживаниями всю ночь не спала и с более ответственной подошла, значит, к спектаклю, к своему образу. И в конце спектакля была сцена, когда тот, за которого меня хотели выдать насильно, он меня нашел, я от него, убегая, стала кричать, звать Таймураза. И в этот момент, то есть я, наверное, настолько использовала весь свой ресурс эмоциональный, у меня подкосились ноги, и я упала. Я свалилась со сцены. И, значит, я лежу, слезы льются мои, и после этого весь народ собирался. Там были такие массовые сцены народные, и весь народ собирался, и они, значит, сверху на меня смотрят, я лежу там на полу, слезы льются, они шепчут, что с ней, скорую надо позвать. И на самом деле тогда мне позвали скорую. Вот такие у нас были сдачи раньше. Когда у меня появился сын, я несколько месяцев не работала в театре. Но тут мне позвонили и попросили меня выйти. Вернее, спросили, ты можешь выйти или хочешь выйти? Ну, я без театра вообще не могла жить тогда ни один день. Я, конечно же, согласилась, и меня сразу же ввели в спектакль «Цола» на роль Дзекула. Ну, естественно, мы уже стали с этим спектаклем ездить по селам. И как-то раз, это был конец 1988 года, у меня был выезд, и мне не с кем было оставить моего ребенка, я его собрала с собой. Ну, естественно, когда я выступала на сцене, девочки держали его, отвлекали за кулисами, потом я выходила за кулисы, успокоила его, и вот так мы играли спектакль. И когда мы возвращались, в то время у нас такие знаменитые актеры работали и старшие, что мы, молодежь, мы боялись даже смотреть им в глаза и попросить их о том, чтобы довезите меня до дома, я не могла. И поэтому мы проехали через Нагир, и в городе у меня жила моя тетя. И я подумала, я останусь у тети. И то до дома тоже побоялась сказать, довезите меня до дома. Я остановились на углу их перекрестка, и мне надо было буквально один перекресток пройти до них. И тут привязался ко мне один парень. Сказал, можно я вас провожу? Он меня отвлекал, что-то, какие-то вопросы задавал. Мы уже дошли до дома моей тети, и тут он достал нож и прям вот сюда мне поставил. Естественно, я испугалась. Естественно, я закричала, мой ребенок тоже расплакался. Он снял с меня кожаный дорогой лайковый плащ, сумку с вещами моего ребенка и убежал. С тех пор у меня остался страх. Я боялась мужчин. Я боялась выходить вечером из дому. Благо появились такси. Ей в театре очень-очень хорошо. Вот правда, хорошо. Для нее это абсолютно нормальное состояние души,
При всех минусах, при всех плюсах театр искусства коллективное. И Тамара, как представитель этого коллектива, очень цементирующий момент. Ну, потому что мне кажется, что когда она появляется внутри какого-то проекта, внутри этого упомянутого коллектива, как-то чуть добрее, чуть светлее всегда становится. Вот правда, ну, светлая она человек, тут не отнимешь. Когда уже я знала, что я стану актрисой, я хотела играть такие роли, как Джульетту, Офелию, «Укрощение строптивой». Сейчас в театре ставят спектакль «Три мушкетера». Режиссер молодой, начинающий Ацамаз Качмазов. И, наконец-то, та мечта, которая у меня была еще в юные годы, в молодости, наконец-то, наверное, исполнится. Я одену классический костюм и сыграю роль. Я считаю, что все-таки это тоже романтическая роль. Там, ну, Анну Австрийскую, наверное, все знают. Это жена короля, которая была влюблена в Бекингема. Ну, там разыгрывается классическая тема любовного треугольника. В этом месяце я приступил к постановке спектакля «Три мушкетера». Это по роману Александра Дюма. Инсценировку я делал сам. Вот, очень ответственная такая работа у меня предстоит. Это моя большая именно вечерняя, мой большой вечерний спектакль на сцене Остинского театра. На роль Анны Австрийской мне нужна была фактурная, красивая, сильная актриса. И первое, о ком я подумал, то о Тамаре. Вот, мы уже начали с ней работать, выстроили первую картину, я этой картиной доволен. Анна Австрийская – это очень сложный образ, девушка с непростой судьбой. Будем выстраивать вокруг этого персонажа одиночество. Очень сложно играть одиночество, совсем непросто. В партнерах у нее тоже очень сильные актеры, и Алан Албегов, и она очень хорошо с ним взаимодействует, и Альберт Фидаров, и молодой актер Купеев Роберт. С такими актерами только одно удовольствие работать. Калигула энтайшан танцой на танц. Я шарыса кудышев жарду я шагашты бафты. Да. Друзила? Хайрак ядашна чижона уйта. Рашчаг гайваш гасагайдар кутта. Ама дахи корой пандар наканш. Ажинагар пожару пепел. Сезония сапандедары фербажинкам хау. Мама гашке важишна? Ховарж. Хоржарда мамдарта. Зыртамын сарджинкаю. Фалайн сондар чиканахам фашта каиш. Ди. Айбат. Варжон зинар. Ишкамандам кижамартав жарынкан радитар кутагнисиш. Фандеди рашла говен. Яркая плеяда актеров меня также окружала в ГИТИСе, когда я там училась. Моим художественным руководителем курса был народный артист СССР Владимир Канделаки. Потом к нам пришел известный актер, первый конферансье Советского Союза, народный артист СССР Борис Сергеевич Брунов. И когда он с нами знакомился, и он спросил меня: «Тамара, вы откуда?» Я говорю: «Я с Владикавказа». Он говорит: «О, Заудикау». Меня очень много связывает с этим городом. Я люблю очень этот город. Город мой, Орджоникидзе, невозможно не влюбиться. Не встречал я краше города, чем ты. Словно лебедь белый город под крылом, синеют горы, как красив с тобой полет моей мечты. Словно лебедь белый город под крылом, синеют горы, как красив с тобой полет моей мечты. До ГИТИСа я училась в училище искусств. И как-то нас отправили в Ильхотово колхоз. И там мы познакомились с Феликсом Царикати. Он был совсем еще молодой, юный, ну, как и я сама. По вечерам он нам играл на гитаре и пел. И мы
Девочки все были в него влюблены. Мы все чувствовали его потенциал, что вот не каждому скажешь, да, ты будешь звездой, а вот мы все прям вот понимали и чувствовали, что он обязательно станет знаменитым. На Кавказе, среди гор долин, здесь родился в горном крае гордый осетин. Кабардинцы и балкарцы в гости братьев ждут, дагестанцы и черкесы дружно все живут. Кабардинцы и балкарцы в гости братьев ждут, дагестанцы и черкесы дружно все живут. На Кавказе, рады гостю, рады другу на Кавказе. На Кавказе, рады гостю, рады другу на Кавказе. Спасибо тебе огромное за песню, которую ты мне написала на Кавказе. Я ее на всех концертах исполняю. Я очень надеюсь, что ты мне еще будешь писать. Я очень надеюсь на наше долгое еще сотрудничество в творчестве. Тебе успехов, Томочка. Когда я стала писать песни, в основном я пела одна. Но мне захотелось спеть дуэты. Я все думала, с кем же мне спеть в дуэте из мужчин. И я вот тогда вспомнила про Акима Салбиева, я ему написала, отправила песню, и он говорит, я с удовольствием. И так началась наша с ним творческая деятельность, дуэтная. Кружи, кружи, кружи нас, карусель, ты карусель любви. Мне с милым хорошо, ты не спеши. Прошу, ты не спеши. Кружи, кружи, кружи нас, карусель, пускай все вертится. Благодарю судьбу, что нам дала с тобою встретиться. Я очень рад, что однажды ты мне предложила спеть одну песню, потом была вторая, третья. Надеюсь, их будет много, и наш музыкальный занавес еще не скоро упадет. Я очень много слышал о твоих больших ролях в театре. Это и Юджин О'Нил, «Любовь под вязами», видел тебя в «Калигуле». Но нас песня связывает, надеюсь, и театр свяжет. Ты очень солнечный человек, никогда не говоришь о людях плохо, что очень странно. Будь всегда. Самый первый мой дебют с песней был со Сланом Шафтваловым, с нашим известным гармонистом. Я помню, он подошел ко мне, около театра мы встретились, так как он работает в ансамбле «Алан», он подошел ко мне и говорит, вот я хочу сделать свой сольный концерт, и мне нужны ведущие. Я хочу, чтобы это были актеры Остинского театра. Я ему говорю, чур, я буду ведущая. Ну, хорошо, а ты сможешь? Говорю, да, говорю, конечно, я мечтаю вообще быть ведущей. Ну, говорит, ну, хорошо, а актеры, кого ты мне посоветуешь? Ну, я ему посоветовала Алана Албекова и Андрея Кукоева. У артистов часто бывают какие-то, ну, скажем так, недочеты чего-нибудь, или света, или звука. И вот Тамара, как ведущая конференции моих концертов, всегда выравнивает эту ситуацию. Об этом узнаю только я, как исполнитель, и может она, и режиссер, больше никто. Я хочу сказать, что у меня с ней несколько проектов. Буквально позавчера мы закончили новую песню. Она успешно уже, ее передали уже на радио. Бог даст, она будет уже скоро звучать и попадет на суд зрителя. Ну, актриса, она, конечно, замечательная, потому что нет ни одного спектакля, который бы я несколько раз не просмотрел. Я приезжаю с семьей, потом с друзьями, и всегда бывает праздник. Они не надоедают. Она замечательный композитор, она замечательный поэт, она замечательный певец,
она грандиозный друг, и в конце концов она замечательная мама. Платье, которое было тогда на мне одето, пошила моя сестра. Она тоже работает со мной в Остинском театре, шьет костюмы для спектаклей. И также она шьет все костюмы на все мои концерты. Можно сказать, она меня обшивает. И та красота, которая бывает на мне, это выходит из ее рук. Помню, мы играли спектакль, это было давно, был спектакль «Хетак». Режиссер был Георг Хугаев. И у нас была сцена с Юрием Мерденовым. И я помню, я пригласила свою родню, и они у меня сидели в зале. Там была сцена, где вот он подходил ко мне, и было понятно, потому что он говорил, что там сцена насилия будет. И настолько, видимо, впечатлило это моего дядю, что он стал с зала кричать: «Ну-ка, отстань от нее, я тебе сейчас покажу». Такие интересные случаи в жизни театра тоже у нас очень часто бывает. Алло. Махатоне насажаться. Ой, жах. Алло. Сама дорогачка. Мадам Базуцина. Последний спектакль, в котором я играла, это была комедия «Три красавицы». Режиссер Фатима Качмазова. Пьеса про 3 пенсионерок, которые не знают, чем им заняться. И моя героиня была такая забитая, спокойная, гостеприимная. Все время девочки у нее встречались и обсуждали, как им жить дальше. И мне, конечно же, было создавать этот образ очень сложно, потому что мне надо было придумать какой-то характер, и уже не я в предлагаемых обстоятельствах, а мой образ в предлагаемых обстоятельствах. Но спектакль у нас получился очень удачным. До сих пор многие меня спрашивают: когда ты будешь, а когда будут у вас 3 сестры? Почему-то эту пьесу, этот спектакль называют «Три сестры». Ну, путают: 3 красавицы, 3 сестры. Схожие названия. Я мечтала играть в музыкальных спектаклях, так как я поющая актриса, в мюзиклах. Ну, в театре мюзиклов почти не было. Поставили вот «Дон Кихота», повезли его на гастроли. Меня ввели срочно, потому что я не была распределена. Хотя я была поющая актриса, я не была распределена в этом спектакле. И меня срочно ввели, и моя мечта исполнилась. В Абхазии я первый раз в жизни своей сыграла мюзикл. Вообще в Остинском театре галерея вот блистательных актеров. Я много езжу и по России, и по Союзу много ездил, и видел многих актрис и актеров. Но каждый раз, когда возвращаюсь в Осетию, я все равно в своем родном театре. Это целая плеяда звезд.
Притом, начиная от корифеев театра и сегодняшняя молодежь, вот Тома выделяется какой-то своей такой индивидуальностью. Был такой спектакль «Любовь под вязами». Так она там выходила, и буквально весь зал влюблялся в нее. Нежное такое хрупкое создание на сцене с таким своим характером. Когда Гиви Давыдович разрешил Ацамазову Кашмазову поставить спектакль «Три мушкетера», такой романтический спектакль, «Мушкетеры», Дюма, вот он долго думал, выбирал среди всех. Я же говорю, так трудно всегда в театре выбрать так нужного актера или актрису на какую-то роль. И он остановился на Томе. Там тема одиночества, то есть мгновенно на сцене нужно показать вот этот весь характер, вот эту пустоту. Вроде бы ты королева, король рядом, но вот когда нету души, связи вот с миром, с красотой, с нежностью, когда нет ответа, это трудно сыграть, конечно. Вот скоро увидите его, к примеру, «Трех мушкетеров», где Тамара играет королеву. Актер вообще растет на классических ролях, на классических пьесах, но наш зритель любит комедии, потому что сегодня жизнь стала сложная, и они хотят просто прийти, отдохнуть в театре. Может быть, не хватает какой-то новой остинской драматургии. Так нужно как-то развивать этих драматургов, поддерживать начинающих драматургов, чтобы были новые спектакли, не повторялись те, которые уже видели много раз. Если актер не занят в репертуаре театра, ничего не играет, то зритель его тоже забывает. И трудно приходится таким актерам. Но если у актера есть какие-то другие таланты, ну, конечно же, все эти дары, это все свыше, то он может и не потеряться. Ну, это и коснулось меня тоже. Слава Богу, что во мне совсем недавно, буквально лет 10, может быть, 15, открылся другой дар. Я стала писать песни. И я написала очень много песен. Написала где-то около 200 песен. Я также выпустила сборник стихов моих песен. Также готовится мой сборник пьес, где у меня 2 сказки и 1 комедия. Могу похвастаться тем, что я единственный человек, кто написал мюзиклы на остинском языке. В каждом мюзикле у меня по 12 песен. Я надеюсь, что все-таки Осетинский театр решится поставить мои пьесы. Она очень наивная, очень упрямая и вместе с тем очень преданная и постоянно находящаяся здесь. Потому что любой человек, даже в диалоге, он из этого диалога выпадает так или иначе. О чем-то подумал, на что-то отвлекся. А в театре, когда вот эти эмоции повышены, когда это все чрезвычайно важно, и идет какой-то градус, какое-то напряжение, не может человек в этом напряжении находиться постоянно. И он, немножко выпадает. Он может на что-то отвлечься так или иначе. Вот она выходит на площадку, и все, как сказать, для нее весь мир другой исчезает. И это замечательное качество. Преданность театру – это то, что я в ней наблюдаю и наблюдал ежесекундно, наверное. Преданная она очень этому делу человек. И если к театру относиться как к храму, а у нее это отношение есть, она приходит молиться каждый раз абсолютно искренне и с незапятнанной душой. Услышана эта молитва или нет, это судить Всевышнему и зрителям. А я вот как человек, который имеет честь находиться с нею рядом в этом нелегком, творческом и, скажем так, возвышенном процессе, единственное, о чем могу точно сказать, это очень искренняя молитва. По твоим следам, по твоим слезам я иду к тебе, ты жди. По твоим губам, по твоим глазам я скучаю, ну приди. Я любовь твою и твои слова в сердце глубоко сохраню. Только ты ко мне приезжай скорей, я тебя, мой милый, так жду. Только ты ко мне приезжай скорей, я тебя, любимая, жду. День проходит,
приходит ночь, а тебя все нет, умираю я от тоски. Знаю, я и сам рад тебе помочь и исполнить все мечты. Я в толпе иду и ищу твой взгляд, только нет тебя нигде. Как глоток воды, ты как солнце луч, нужен мне, ну где ты, где? Как глоток воды, ты как солнце луч, ты нужна мне, где ты, где?